действительно очень интересная интерпретация. Это, наверное, как глоток свежего воздуха в наших, наверное, постановках последнего времени. Необычно. Мне на самом деле потрясает сценография. То есть необычное решение со светодиодными экранами, да, то есть каждый раз я прихожу в филармонию, каждый раз я вижу, открываю для себя новые грани той команды бриллиантов, которые вы смогли собрать у себя на сцене. И каждый раз не перестаю удивляться, в хорошем смысле этого слова, тем новым блеском того бриллианта, который у вас есть. Я знал, как ребята готовились, да, как филармония к этому долго шла. Смотрели какие-то отрывки, очень много знакомых и поет, и танцует, да, и среди танцующих очень много людей. Поэтому, меня не то что оправдались, я за них переживал и просто радуюсь тому, что у нас мюзикл на нашей сцене, и что ребята вот это вот сделали, у них получилось все. Но на самом деле я на этой книжке вырос и регулярно перечитываю и «12 стульев», и «Золотого теленка». Знаю их практически наизусть. И фильмы тоже прекрасно знаю, и помню, и с Андреем Мироновым, и первую версию тоже. На самом деле постановок много. Я поэтому шел с воодушевлением увидеть еще раз эту замечательную книгу в постановке нашей филармонии. Мне очень нравится драйв, мне очень нравится музыка, мне очень нравится, как люди слаженно и очень красиво подают это произведение. Мне очень понравилась мадам Грицацуева с своим ситечком. Очень много юмора, очень много искры, очень много хороших, ярких впечатлений, эмоций. Вообще полный восторг и восхищение. Я, в принципе, первый раз после реконструкции попал в филармонию и не ожидал настолько высокого уровня. Это просто фейерверк какой-то. Идя сюда на 12 стульев, все равно в голове представляются эпизоды из кинофильмов наших знаменитых кинорежиссеров Гайдая и Захарова. Настолько было неожиданно, допустим, увидеть выступление отца Федора, когда он просто перед Богом вот так вот выступал, и точно так же трагедия мадам Грицацуевой, которая, в принципе, там ни в книге, ни в известных фильмах нигде не описывается, это было просто незабываемо. Ну, классический, конечно, по книжке персонаж — это Остап Бендер. Это такой, можно сказать, ловкий мошенник, но любимый всеми. Все-таки это, наверное, любимый персонаж.